Зиги тауп хакас харстахуп абриза айза рами караскуй тейшти карцван усагбана гарасыман ноябрьс ма декабрьс хайпшап хаха атагла зашу высы халет хазал мршет атагла заша бзини вдруг чима зарацурцит насша хойран за фякала хайпшара айчка аша алмзит тауп хакас харшазнак бара сегбрхо Патюк из Афаз Зимайт Угилахка аут из Банамзар Чимазра Алет Усканти парламент Далани вдруг Александр Анхаб Яхада Азраку на Хаудич Мезюк Ансрахихот Ишмезю Зиги Губзиранса Иритерц Яйна Хава Галарц Уизам Тахаларц Яхету Хайпшра Ан Старак Вакштис Харстахуб Яхзибшу Старак Хунткар Разпазы его дею и ходо царапа швейцарство хуп банагара и бзин и бот имя присва амшка атагла заша и бзин и дырвает геополитика атагла заша атшапсахи Кавказ абри Карабахи алаз ахтысква и нармадана абарты царапа и хапи амшка спях пейпш хайзка заша партнер стратегический союзник что убырти харихайз казаша авинс атагла заша политика атагла заша атифин дала разихан шбана гара иқацату швейцарство ишур хоебш хахук шурт саат кала хайцны корт убыс агвана гара сымок бзе ход хаяша ход убрёб хайзара сызку. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, ваш состав парламента принимал в свое время судьбоносное решение для народа Абхазии, для нашей государственности. И я счастлив, что у меня есть возможность вас собрать, с вами позаветоваться, поприветствовать вас с учетом вашего опыта, жизненного, политического, государственного опыта. Для меня важно знать вашу точку зрения на те процессы, которые у нас происходят, на то, как сделать так, чтобы мы выбрали правильный курс и политический, и экономический для достижения целей по укреплению абхазской государственности, по повышению качества жизни наших граждан, потому чтобы мы на самом деле считались крепким, состоявшимся государством. С самого начала вступления в должность были приняты кадровые решения. Они оказались для кого-то, для каких-то групп лиц не совсем понятными. Я вот хотел бы объяснить вам, чем я руководствовался вот при формировании кабинета министров. Вот извечная проблема, которая нас преследует, разделение нашего общества на несколько политических лагерей, она как бы нам мешала и мешает по сей день. И поэтому после, скажем так, определенных размышлений было принято решение многих руководителей прежнего состава с учетом их опыта и неплохих показателей, которые они демонстрировали, оставить в составе правительства. Если так внимательно посмотреть, у нас в правительстве сегодня в органах исполнительной власти работает примерно больше половины тех, кто работали, скажем так, с бывшим президентом. Это было сделано осознанно. 8 месяцев работы показали, кто как справляется с возложенными задачами. И вот в ближайшее время, по итогам года, я планирую и обязательно буду корректировать состав правительства. Есть люди, которые справились, как это мне представляется. Есть люди, которым не удалось справиться с задачами, которые на них были возложены, с учетом пандемии, с учетом проблемы в энергетике и так далее. То, что мы не можем качественно и круглосуточно обеспечить население электроэнергией, это вопрос, который нас всех волнует, это вопрос важный. И я бы хотел вас проинформировать для того, чтобы вы знали от первоисточника, что происходит в этой сфере, для того, чтобы мы сумели вместе с вами от этого процесса отучить тех, кто хочет этим воспользоваться в политическом плане и внести какой-то раздор в нашу жизнь. Состояние энергетики, оно давно вызывает тревогу.
Есть несколько фундаментальных документов, которые были разработаны и в 2014 году, и в 2017 году. Там все четко прописано. Плюс вот эта проблема, которая связана с незаконной добычей криптовалюты. Эта проблема начала у нас зарождаться где-то в конце 2016 года. В 2017, в 2018 году она уже приняла крупные масштабы, она уже стала из проблемы, которые связаны были с рисками, переходить в угрозу. И поэтому в 2018 году, в декабре, было принято постановление о запрете этой деятельности. Как это, к сожалению, бывает, в полной мере или в достаточно большой мере реализовать это постановление не удалось. Не было принято постановление о запрете ввоза оборудования. И этот процесс как бы не то чтобы не был приостановлен, он все время расширялся. И мы пришли к сегодняшнему дню. Вы, наверное, знаете о том, что уже несколько недель мы не получаем электроэнергию из Ингургэс. Станция остановлена, там идет капитальный ремонт. Наши российские друзья нам помогли. Определенный объем на период, пока будет идти капитальный ремонт, определенный объем электроэнергии мы получим из Российской Федерации. Этот объем просчитывается, он соответствует нормам потребления с учетом наших показателей потребления. Но, конечно же, этот объем не предусматривает такое колоссальное потребление электроэнергии, которым занимаются наши деятели, незаконно добывающие криптовалюту. Поэтому мы вынуждены были принять ряд мер. Вы, наверное, знаете об этом. Я направил несколько законопроектов в парламент. Мы хотим эту проблему решить в том числе с помощью усиления мер ответственности, предусмотреть очень высокую ответственность в административном плане и предлагаем нашему парламенту рассмотреть вопрос о применении мер уголовного преследования. Надеюсь, что эти вопросы найдут понимание. Я рассчитываю на то, что на следующей неделе парламент вынесет решение. Я так предполагаю, я на это рассчитываю. Но это, скажем так, наши действия в условиях чрезвычайных. Это то, что нам позволит на этот период, пока мы живем в рамках перетока. Но глобально проблему энергетики этот вопрос не решает. Проблема энергетики, она имеет давнишние корни, я уже повторяюсь. Специалисты посчитали, что для того, чтобы энергетика работала в безаварийном режиме, чтобы мы имели возможность обслужить потребности нашей экономики, есть естественный прирост, мы намерены развивать экономику, нам нужны энергетические мощности. Вот для того, чтобы мы работали в таком режиме, нам в энергетику надо вложить около 20 миллиардов рублей. За 4 года, с 2017 по 2020 год, наши возможности свелись к тому, что мы в энергетику вложили 862 миллиона. Это 215 миллионов в год. Такими темпами, если идти дальше, то нам потребуется более чем 90 лет. Это утопичная история. Такой путь нас не устраивает, поэтому никого это не может устроить. Идет работа над документом, серьезным документом. Эти цифры будут актуализированы. Это цифры, которые были посчитаны по ценам 2016 года. Я как-то в интервью говорил об этом. Специальный проектный институт занимался разработкой этого документа, который называется «Схемы и планы перспективного развития энергетики». На этот документ были выделены деньги существенные, 55 миллионов рублей. Сейчас необходимо эти цифры актуализировать. Осенью к нам приезжали специалисты из Минэнерго Российской Федерации и занимались актуализацией этих цифр. В любом случае это десятки миллиардов рублей. Документ предусматривает определенные сроки, актуальные сроки. Это до 2026 года. Поэтому перед нами стоит вот такая глобальная проблема. Мы будем постоянно вас об этом информировать, каким образом изыскать такие средства и какими этапами и какие первоочередные меры в энергетике должны быть профинансированы. Вы, наверное, обратили внимание на то, что по итогам встречи с президентом Российской Федерации был подписан план гармонизации.
такой всеобъемлющий документ, над которым идет работа. Этот план вытекает из большого договора, который был подписан в ноябре 2014 года. Там как раз-таки есть вопросы энергетики. Примерно это формулируется таким образом, о том, что Российская Федерация оказывает нам помощь в плане привлечения инвестиций в энергетическую отрасль для обеспечения энергетической безопасности. Этот проект, с одной стороны, государственный, с другой стороны, коммерческий. Сейчас работает такой механизм государственного частного партнерства. Мы, наверное, будем идти по такому пути, но нам придется принимать меры не очень популярные. До сих пор нет, с 2012 года у нас тариф в стране не менялся. Для населения это 40 копеек. Я говорил, хочу повторить, что у нас средняя заработная плата 11 тысяч рублей. Тариф стоит 40 копеек. А собираем мы 50% от этого тарифа. Даже 40 копеек мы не платим. Не можем собрать, потому что не установлены приборы учета потребления электроэнергии у населения. Все точки потребления, чтобы оснастить, там нужна колоссальная сумма денег в рамках этих 20 миллиардов. Не скажу, что замкнутый круг, но вот то, что проблемы откладывались, не принимались кардинальные решения, необходимые, это привело к сегодняшнему дню. Другая проблема, с которой мы столкнулись, и она оказалась для нас, не только для нас, для всего мира, неожиданностью, это проблема пандемии. Я очень по этому поводу я сопереживаю всем семьям, где такая беда оказалась. Я сам переболел этой болезнью. Мы, исходя из тех возможностей, которыми располагает наше государство, старались ситуацию держать под контролем. В этом случае тоже не обойтись без цифр. Вот мы из государственного нашего бюджета, который, кстати, из-за пандемии недополучил около 1 миллиарда рублей, выделили на сегодняшний день из нашего государственного бюджета только 260 миллионов рублей. Плюс нам помогли наши бизнесмены, целенаправленно занимались этой проблемой. Там тоже около 65-70 миллионов рублей. Помогала наша диаспора зарубежная, помогали международные организации, помог наш друг Абхазии, Совмен, который из личных сбережений нам перевел 50 миллионов рублей. Итого на решение этой проблемы мы вот подойдем в ближайшее время, 500 миллиарда рублей где-то было выделено. Мы понимаем, что врачи наши работают на исходе сил. Неоднократно мы обращались к нашему союзнику, к Российской Федерации, и в Гудауте работал механизм методом вахтовым. К нам постоянно приезжали врачи нужных специальностей. Вы, наверное, знаете, конечно же, знаете о том, что развернут военный госпиталь с помощью Российской Федерации. Мы проговаривали вопрос вакцинации. Нам обещали в этом плане поддержку. Создано более 500 койко-мест, построено здание, приобретено КТ. У нас 77 ИВЛ, несколько, еще больше концентраторов. Ну вот таким образом обстоят дела в этой сфере. При всем при этом, конечно, есть проблемы, несмотря на то, что мы увеличили возможности нашей лаборатории, мы приобрели специальную линию, мы увеличили штаты. Тем не менее, проблема все еще остается острой. Не хочу сглазить, последние дни вроде бы наметился некий спад по количеству выявленных. Посмотрим, это тенденция или временное явление, но ограничительные меры мы будем вынуждены продолжить. С другой стороны, мы сталкиваемся с такой проблемой, как образовательный процесс, учебный год. Что нам делать с этим учебным годом? Для наших семей, для многих семей образование детей является приоритетом. В понедельник мы будем принимать решение. Там будет доклад и министра образования, и наших специалистов из Минздрава. И мы примем решение, видимо, учтем пожелания и родителей. Скорее всего, речь пойдет о том, что учебный год мы сохраним, наверное, его передвинем за счет июня-июля, ну и с соблюдением определенных мер, с учетом особенностей в районах, в сельских школах.
видимо, мы пойдем по такому пути. Любое решение, которое будет нами принято в этом ключе, конечно, будет вызывать критику. Мы не можем принять решение, которое устроило бы всех, потому что таких решений в таких случаях обычно не бывает. Мы руководствуемся здесь следующими соображениями. Здоровье – это прежде всего. Может быть, кому-то покажется, что в этом ключе мы перебарщиваем, но это вынужденная мера. Теперь как реализуются ограничительные меры? Конечно, они тоже не реализуются в полной мере. Мы обозначаем определенные параметры, все это работает несколько дней, потом, как это обычно бывает, люди устают и перестают. Опять надо будет каким-то образом давать импульс. Мы это все прекрасно понимаем. Везде живые люди, люди разные, кто-то свою работу выполняет добросовестно, кто-то не хочет ее делать добросовестно. Но в этом ключе мы тоже будем смотреть и уже выходить на какие-то кадровые решения. Коротко хотел бы вам рассказать о том, как у нас складываются взаимоотношения с Российской Федерацией в плане реализации договоренностей, изложенных в этом глобальном документе от 24 ноября 2014 года. Значит, по итогам встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным мы там обозначили несколько для нас важных проблем. За исключением одной из них работа идет. Она идет такими хорошими темпами. Я уже об этом говорил. Значит, мы будем укреплять наше военно-техническое сотрудничество. Есть соглашение. В рамках этого соглашения нам нужно будет идти дальше. Но тут и проблемы у нас имеются. Вот проект договора, проект соглашения, скажем так, вызывает вопросы и у парламента, и у других, у некоторых, скажем так, общественных государственных деятелей. Но вокруг нас ситуация динамично меняется, геополитическая обстановка. Вы знаете, я бы вот в этом плане хотел с вами посоветоваться. События в Карабахе, как это мне представляется, должны нам помочь сделать правильные выводы. Мы должны укрепить военно-техническое, военное сотрудничество с Российской Федерацией. Здесь сидят люди, представители того парламента первого, это основатели нашего современного абхазского государства, прямо скажем, без ложной скромности. И прошли такую борьбу политическую в то время, сложную, имеют большой опыт. Мы формировали этот парламент, очень скрупулезно подходили к кандидатурам, выбирали самых нужных, необходимых людей для принятия ключевых решений, судьбоносных решений для того времени. Вот так каждого человека отбирали. У них очень большой, необходимый для развития нашего государства опыт. К сожалению, у нас так бывает, что приходят новые поколения, которые как-то забывают то, что сделано до них. Хотят показать свою важность тем, что они лучше знают и больше могут сделать. Дай Бог, чтобы у нас так было. Это есть процесс развития, когда приходят новые, делают больше, добавляют. Но мы не должны забывать заслуг тех людей, которые сделали так много для нашего государства. Многих уже нет в живых, к сожалению. Некоторые живые, здоровые, к сожалению, здесь не присутствуют. Такие тоже ключевые, важные фигуры для того времени, как Геннадий Аламия, Станислав Лакоба, Владимир Зонтария, Климент Джинджоля, не знаю, может, кого-то еще. Альберт Тополян почему не пришел, вот тоже я не знаю, он здоров, слава Богу. Валера Бганба. Да. К сожалению, не пришли. Слава Богу, все здоровы. Я бы хотел, что пожелать.
опыт этих людей надо использовать. Если бы сделать какой-то постоянно действующий орган при президенте, консультативный, чтобы использовать этот тоже ценный опыт. Еще раз повторяю, это были люди, которые каждого по отдельности обсуждали, выбирали и так составляли вот тот парламент. У нас в то время, все помнят, насколько слаженный коллектив был. Наши оппоненты в парламенте как раз с завистью говорили о том, насколько подготовлена именно наша фракция была. Потому что мы так подходили к отбору людей в то время. Еще раз повторяю, что этот опыт надо использовать на благо нашего государства и в дальнейшем тоже. Знаете, я вот смотрю на вас, и вы назвали именно тех, кого нет. Конечно, этот состав по праву называется золотым составом. Я вам всем признателен и с большим удовольствием от вас выслушаю и замечания, и критику, потому что в вашем лице вижу людей опытных и знающих. Это я вас приму прямо. Я буду вам признателен, если вы скажете, где мы что-то не доработали, на что надо обратить внимание. С благодарностью это будет воспринято. Я что хотел сказать. Это первый случай в нашей истории, когда депутаты парламента встречаются с президентом. Я даже не хочу с каким-то упреком, недовольством говорить в адрес предыдущих президентов, но мне показалось, что они намеренно не желали встречаться с нами. Это тоже имело место. В этом плане вы взяли, пожалуй, впервые такую инициативу. Она, несомненно, заслуживает, на мой взгляд, тоже одобрения. Ничего плохого из сидящих и не сидящих советовать вам не буду. Я хотел бы сказать также, что, конечно, нам пришлось строить государство, нам пришлось воевать, нам пришлось и до войны тоже пережить серьезные потрясения. Нам удалось это выдержать. И опыт, который имеется у этих людей, он очень нужен, очень важен. Теперь, вот в текущий момент и в предстоящие времена. Тем более, не мне вам говорить, и все это на себя чувствуете, что время нынешнее не менее тяжелое, чем то время, которое мы пережили. Это гораздо больше, более сложное, более опасное. Сегодня не только для Абхазии, а, быть может, даже и не столько Абхазии. В мире вы видите, какие процессы идут, что происходит в мире вообще. И в этих условиях спокойно жить я вообще себе не представляю. Как можно спокойно жить, не зная, испытывая серьезные тревоги о будущем нашего поколения? Будет ли Абхазия вообще здесь? Сейчас я не митингую, на митинге не стою, но будет ли Абхазия вообще? И какая она будет? Мы этого однозначно ответить сегодня не можем. Я вам скажу другое, вот маленькую такую ремарочку. Я принадлежу поколению, которое уже уходит по возрасту. Многие уже ушли. По пальцам можно сосчитать представителей этого поколения. А мне посчастливилось быть представителем этого поколения.
оно жило, оно считало благополучие общества своей личной жизнью, смыслом своей жизни. Вот таких людей сегодня, конечно, все меньше и меньше. Я не хочу сказать, я их не упрекаю, потому что поколение, у нас и поколение меняется в нашем обществе. Поколение, когда меняется, новое поколение, оно будет немножко отличаться от предыдущего поколения. Мы не можем, например, скажем, то, что я думаю, то, что я считаю, не могу навязать будущему поколению, молодым людям. Вот здесь рядом с нами сидят молодыми людьми. И я им навязать не могу, не имею морального права. Но я не имею морального права и молчать о своем опыте, о нашем опыте, о предыдущем поколении, о важности и необходимости того опыта, хотя, может быть, этот опыт не пригодится, но тем не менее его надо знать. И вот в этих условиях, конечно, я хотел бы сказать, что мы государство начали строить, будучи совершенно не готовы. Наши руководители тогда, это были советские руководители. А советские руководители Абхазии, они выполняли совершенно другие функции. Значит, политика, которая проводилась в Абхазии, определялась в Тбилиси и в Москве, а наше руководство было исполнителем этой политики. А самостоятельное государство, это уже надо определять свою собственную политику. Она у нас и до сих пор не определена, и нетрудно это понять, почему не определена. Потому что это не так просто определить. Значит, потому мне хотелось бы, чтобы много времени у вас не отнимать, мне хотелось бы завершить свое выступление тем, что пока у нас не будет такой элиты, правящей элиты, которая способна извлечь уроки из нашей истории последних лет и составить, разработать, принять, как хотите вы называйте, значит, государственной программы развития пока не будет, мы не выйдем из этой ситуации. Я хотел бы, чтобы, на мой взгляд, было правильно, если наши друзья, наши коллеги по тому парламенту, депутатами которого мы имели честь быть, задали тон в обсуждении вопросов, которые вы поставили. Задайте тон в обсуждении вопросов, которые поставил президент. Нам так будет легче. И я хочу сказать, что вот я совершенно согласна с вами, что нужно нам сейчас укреплять свой военный потенциал, потому что ситуация очень неблагоприятная складывается после выборов в Америке, когда победил вот этот Байден, и у меня очень вот такая есть, ну, почти уверенность, потому что я сейчас занимаюсь подготовкой аналитического такого доклада, что Грузию могут сейчас принять в НАТО, и для нас это, конечно, создает новые угрозы, поэтому мы должны усиливать военное сотрудничество с Россией, и свой военный потенциал тоже как-то надо укреплять, потому что ситуация явно осложняется. Тем более, что вот роль Турции пока вот непонятно, как они, если вдруг Грузия опять задумает на нас напасть, как турки будут реагировать и как наша диаспора сможет на это повлиять. И еще я хотела сказать, что вот мне эта идея нравится, создать при президенте такой вот консультативный совет, куда бы вошли депутаты нашего парламента первого. Мне кажется, это будет на пользу дела. И еще я считаю, что вот важно все-таки, чтобы у президента был налажен такой какой-то конструктивный диалог с оппозицией. Я думаю, это, конечно, хорошо, но я думаю, что неплохо было бы при проведении этих встреч использовать потенциал вот людей, которые здесь сидят. Но не тех, которые задействованы в политике типа меня, да, а те люди, которые, в общем-то, нейтральны, можем сказать так, имеют заслуги большие перед страной и так далее, задействовать их потенциал при проведении вот этих вот встреч.
какие бы мы законы с вами идеальные не готовили, не утверждали, результата не будет, если не будет человеческого фактора. У нас нет человеческого фактора. Исполнение этих законов на нулевой отметке. Возьмите любую отрасль, пойдете, вы найдете кучу злоупотребления, неисполнений. Везде вот. А отсутствует человеческий фактор. Вот с этим вопросом надо решать. Сегодня можно бороться и с коррупцией, действующим законодательством. Есть глава целых должностных преступлений в Уголовном кодексе. Есть другие законы в Гражданском кодексе, которые решают. Но нет исполнения этих законов. Буксуют все эти законы, не только начали, они буксуют после военное время. Все это в 20-30 лет они буксуют. Нет исполнения, надо вот этот вопрос решать. Я говорил, неоднократно говорю, нам нужно пересмотреть наш УПК, наш уголовный кодекс. Нам нужно выходить от альтернативных санкций. Ну, это анализ можно делать, да. Но почему мы не можем достать? Вот я докладывал, вы, наверное, знаете, создали институт целый, контрольную палату. 35 или 40 миллионов рублей бюджет контрольной палаты. 5 лет они работают, 200 миллионов, 38 материалов направили в Генеральную прокуратуру. Ни один человек не сидит сегодня. Ни один человек, ни один рубль никто не вернул. Потому что огромные дыры в законодательстве в том числе. Этим пользуются все, кто считает возможным, чья совесть позволяет. И тот, кто совершил преступление, и тот, кто расследует преступление, совершает преступление, его прикрывает. Вот по тяжким, особо крупных размерах хищений. Мера пресечения, домашний арест, подписка о невыезде. Зачем? Только в отношении беременной женщины. И точка. Какая разница, сколько лет, болеет или нет, который украл? Из-за того, что он украл, сколько умерло или не родилось людей, кто-то посчитал? Это тоже правильно все, конечно. Это только с учетом нашей ситуации, вы, наверное, со мной согласитесь, дело в том, что наше государство, оно демонстрирует репрессивные подходы. Оно беззубое, значит, надо укрепляться. Рюзера даре хараг. Ария нткара шарта дара, ария нткара вот пепш, ария нткара хмилата чара сарбу сара. А как и как алхна, хоть их слогна, кытен хаюк, я хасабала, свана гора сварцта хобизманса, вещук созводи аткам сара кытерцен ход, ихо япсва кытерцен дышпаго, ишпаго апсва кыт. Ихо бубри зайлгара, ан хаюи, а кытовый. Урт хотик айлгара ирбжоба шаба. Хара зиграха хазлачабен ихо сара пеха иштешхыз. Апсо нткара шарта дарасара. Хара политика хайнысқа хазту айла шрай бафара. Абрих шату. Хара нткара хсуз сара хинзыз буал. Апсо хазан хаюла ну ясубе абри харяху. Абри хагуито абри яхяху зигириху. حرامال حزم شيت أبارا حزم شيت عامي حزم شيت أدقل حزم شيت هرا غادش حمس حرش كرباخي غلظ يحخشتي وي وتعشت خري عيني أحد قلت حرا حينسقى بحزارة باي بفرح شتو تسو أبرا ريب دميني بيت حرزي تأشفرك حزي أبرا بوليتيكا دويزلالو بتأشفرك كنت بيو تأشفرك شن أو غرياشني حمكر أنت خرا جورن كل شمس يخافون سلاشار الصارة проблема тут зубовсна. وازق وخنيلك سجير شي تشرعت يا سويت دقم حبليت خوش يزغني ريتو خارم انت كاري خارم ده في خارم سريز دربت واسا سخي خوك ده جوخ وياشوكس افهم سلاشار خزم شاس يا شارجر تنظام يا دي شرن يغز يبا أبري يشتش خزب سارشن رайона خدا ميليция ينسخ بيوسر رайона خدا прокурор يرفم سلاشار وسو أبري واي خرو وبري خوي زك ياشم شو سوي بو يا نامتز
Ахентхара хадас сгвала шум багавшя гванквага убрюза псара штыхан, а нуцхапя министра абри институт участковых. Кыта сыбхазауид наган харбар, а кыта яха шуи иқоба кыта левега хинхо иқоб шуини жевега хинхо иқоб афига хинхо убрюза атыпылх науид тазар шижин хуанза улафухмзит нубра. Я изымдываю информацию, он говорил, я шан издырвам абри псара пиштыгы. А министр Рела Зара убрюза псара шнах хазма усура зин рынатер. Принципиально можно вести при условии, и там 9 условий написано, если есть свободные мощности. А у Хагам свободно. Ой, это глазаща функция Ганахала, а район проча, кто проча, псна хензен джадзу и пштам. Условия технические Европы, технические условия Европы. У технические условия на экзару, технические условия Анна говорит, что за трансформатор Райфоров, а столб Европы гид. Вы остаться отвидаться. Вы отвидаться. Вы кюба вас ну печататься, а хенкар оставляет за собой право во время перетока запретить. В случае дефицита деятельность не ведется. И сегодня об этом идет речь. А юнус гад бетешен бала политика стазаратын рай хабат фербеди зигер узрабхав натела нури файл забряхн ткара хадара администрация ейфхату убрюза хейл а вабаси хафиза шафизна абрей халат абрей бахалат абрей тхорбала а я гам сиги абраз халат дахига бзам абстазарат усило бисынша когда шахат маги дашар уй усило бихс глазу нахат я хазги было абстазарат я ангула а усадула процесс демократию процесс говорит халбаха убря процесс абря хазишслан ха акфара хенесва убри ангула убри я зиги худжгидуги убри захайла габре хала Ранхара администрация ходату, абрай хахши зюгаз, музгахснук, юн зхом зезана, абрай дасуй птагабрей хала. Я зиге дахабом яхтах шухот, зиге яхтахуба зиге рихал тупа сара сух шуба варис усе сау хед кабинет качхусуса. Ал храна сара субжуриусом та зиге удрует. А хауи амагазум врухн ткару. Сара что ими пуга политика сам говорю. Я согласен со всем тем, что здесь было сказано. Все вопросы, которые сегодня кто бы ни поднял, все они важны. Нет второстепенных вопросов. Начиная от пенсии и заканчивая внешней политикой, все является очень важным. Все отзывается на человеке. А все, что отзывается на человеке, всегда, конечно, это имеет приоритет и в государстве должно решаться в первую очередь. Какой бы вопрос ни перечислили, все надо в первую очередь. Опыт нашего государства, небольшой в историческом плане, всего 3 десятилетия, говорит о том, что у нас одни и те же болезни. И все они проистекают от того, что нет экономики мощной, и не может она быть пока, не может она быть по совершенно объективным причинам. Население у нас небольшое. Ресурсы, те, которые имеются здесь, значит, они, может быть, когда-то начнем осваивать ту же нефть, которая где-то имеется, говорят. Есть она или нет, это тоже никому не известно. Какие-то другие, значит, природные ресурсы, которые есть, значит, они тоже должны, конечно, расходоваться очень щепетильно, к этому надо относиться, потому что страна небольшая, маленькая. Если мы потеряем, мне кажется, лицо, которое у нас есть сегодня, превратимся в Сочи или в какой-то другой большой город, Абхазия исчезнет. Исчезнет, потому что не будет той прелести, ради которой сюда приезжают, той природы. Если мы ее вырубим, застроим здесь большими домами, в погоне за тем, чтобы кто-то в нем жил, мы потом будем получать от этого доходы, мы это можем сделать, наверное. Только открой дорогу, да, и все выстроят тут, застроят все.
но во что превратится Абхазия. Поэтому все избирательно нужно, все аккуратно нужно. Мы в свое время говорили о генпланах, о том, чтобы столица, так сказать, обрела свое лицо. Знаете, вот сочетание старины, старого нашего уклада с современной жизнью. У нас сейчас много молодых архитекторов. Они должны как-то, наверное, включаться в эту проблему с тем, чтобы, вот сочетая современные методы строительства и современную архитектуру, вот с тем прошлым, чтобы у нас есть, чтобы это лицо абхазское, оно не потерялось, сохранилось бы для всех тех, кто когда-то, через 50 лет к нам будут приезжать, они тоже знали бы, что это не кусок какой-то цивилизованного мира, похожий на всех, на Лондон, на Москву, на Сочи, а это Сухум, какой-то другой, так сказать, это Абхазский берег. Ну, все перечислять, знаете, вот говорим мы, объединить надо народ, так сказать, чтобы проблем во взаимоотношениях не было, чтобы вот этих, так сказать, там разные, так сказать, как бы одной цели все, к одной цели все стремились. Очень сложный вопрос. Сложный вопрос и во многом проистекает из разных вещей. У нас ведь как, у нас, так сказать, откровенно говоря, власти, приходившие власти, так сказать, сменившие там очередную власть, она начинала обрастать, так сказать, вот какими-то своими близкими, своими людьми, которым разрешалось больше, чем кому-то. Вот пришел президент новый, предположим, родственник может построить гостиницу, может построить там магазин, еще что-то, еще что-то. У нас страна маленькая, все знают, и сразу падает авторитет, и самое главное, доверие к власти. В лицо, может, не скажут, но в народе это расползается, знаете, как это вот, значит, он получил возможность, он все это делает, так сказать, прочее. Слава Богу, пока в отношении вас мы этого не слышим, и я очень рад, что это не происходит. Надо вокруг тоже смотреть, так сказать. Чистота рядов власти – это показатель того, значит, как эта власть стремится, так сказать, чистоту соблюдать во всем. И я думаю, что здесь больших проблем нет. Больших проблем нет. И мне кажется, если говорим вот о законах, во-первых, законы, конечно, у нас есть людей, способных поговорить о законах, обо всем много. Но людей, способных написать, составить закон таким образом, чтобы он не имел дыр, через которые будут коррупционер там действовать и прочее, таких людей мало, может вообще нет, к сожалению. Это, я понимаю, наша бедность, наша необразованность. У нас, знаете, на каждом углу, что не откроешь там, так сказать, какой-то в интернете, везде слышишь эксперт. Как я могу себя назвать экспертом в какой бы то ни было области? Как? Скажите, пожалуйста, вот в суде эксперт, заявление эксперта считается окончательным по какому-то вопросу. Ну да. А наши эксперты, ну какие это эксперты? Надо, знаете, вот эти вот, мы как бы играем во что-то, играем в государство, играем, это обернется нам. Мы должны понимать, что мы чего-то не знаем. И там, где мы не знаем, мы должны пригласить кого-то. Это не стыдно, когда ты просишь о помощи. Даже заплатить надо за это. Мы же за какие-то проекты платим, за что-то платим, поскольку сами не можем это сделать. Поэтому я думаю, что на этапе создания законов надо, так сказать, вот какую-то группу людей готовить, каких-то юристов, закончивших АГУ, готовить к тому, к законотворческой деятельности. Законотворчество не в смысле там в парламенте, так сказать, заседать, а в смысле работать над этими законами. Иначе мы так и не будем успевать, дырки латать мы не будем успевать, потому что я не, так сказать, склонен думать даже и в том плане, что некоторые авторы законов умышленно сами создают там такие, значит, условия, такие лазейки для того, чтобы можно было кому-то воспользоваться. Сговор может быть, все, что хотите, здесь может быть, потому что то, что в судебной системе у нас
И везде, я, знаете, не хочу глубоко, так сказать, этих вопросов касаться, вы очень хорошо знаете, с этим совсем надо кончать. Для этого нужны подготовленные, образованные люди, способные, значит, вот работать. Депутаты парламента. Да, у нас, правильно все тут было сказано, у нас с президентом, с Владиславом Владимировичем налажены были такие отношения, которые, ну, прежде всего, это было, знаете, проще было нам, поскольку он сам вышел из наших рядов, сам он был депутатом, вышел из наших рядов, и поскольку у нас, так сказать, единое мнение было по всем, ну, я не скажу, что было единое мнение, здесь депутаты знают, что очень часто у нас бывали откровенные разговоры, мы иногда запирались, так сказать, в кабинете, там, в парламенте, и, так сказать, было разное, но на выходе было одно общее мнение. Вот такого надо добиться. Добиться того, чтобы в парламенте были все сторонники, этого невозможно сделать. Поэтому, да, и парламент в советское время отчитывался перед избирателями. Это был сдерживающий такой фактор. У нас этого нет. У нас депутаты, так сказать, не являются представительным органом, парламент фактически не является, поскольку он выполняет функции законодательные. У нас в Конституции написано, значит, что власть вся принадлежит народу, который осуществляет ее непосредственно, на референдуме, или через своих представителей. Вот через своих представителей осуществляет, а как эти представители осуществляют эту власть, народ не спрашивает. Не может спросить, потому что по Конституции не предусмотрены отчеты депутатов перед избирателями. Депутата, да. Да. Плохая Конституция, надо менять. Да. Вот я к тому иду, что нам нужно вернуться к какой-то форме ответственности депутатов, но какой, весьма сложно. Мы не можем советскую систему повторить там, где был, знаете, где наказы были, где что наказы не может, так сказать, депутата осуществить, поскольку он не распоряжается ресурсами, у него нет денег, у него нет, значит, это исполнительная власть прерогатива. Мы же власть разделили на исполнительную. Но морально-этические наказы можно давать депутатам? Конечно. Вот в этом плане, да, вот в этом плане нужно к этому обязательно вернуться. Я думаю, они должны чувствовать, что тогда больше будет, тогда народ не будет спрашивать, знаете, вот там, где там цемент положили, где что-то, о государственных вопросах больше будет идти. Ну, закон что такое? Это справедливость. В переводе вообще означает справедливость. Закон, вся юстиция направлена на это. Одинаковое, ровное отношение ко всем, что ко мне как к пенсионеру, что к вам как к президенту, закон должен быть один, един и ко всем, так сказать, в одинаковой мере. А что касается упреков, когда власть приходит новая, упреков в отношении того, что старая власть оставила нам такое наследство плохое, там денег нет, там украли, там все, извините, надо кончать эти разговоры. Или надо вообще прекратить это, или один раз сделать так, чтобы вот все, что украли, вернули, чтобы все вернули. Не надо никого сажать. Вы назвали цифры страшные, там, миллиарды рублей. Извините, вы ищете какие-то 100 тысяч рублей для того, чтобы больницу там обеспечить каким-то образом. У диаспоры деньги собирают. У это как его Саумен нам дает 50 миллионов, вам как ваш друг, так сказать, он выделяет нам, а мы миллиарды кому дали? Кому дали? Это же наши деньги. Извините, это надо... Чтобы вы знали, это не я так говорю, а это свидетельствует материалы контроля. Я не упрекаю вас. Я не упрекаю вас. Это вещи взаимосвязанные. Аслан Георгиевич, я вас не упрекаю. Я говорю о том, что это надо довести до конца. Прокуратура, извините, это в ваших руках должно быть все. Как это? Вчера я посмотрел эту передачу, открытый эфир, как он назывался, этот, насчет коррупции. После вашего выступления, после вашего интервью, телевидение, так сказать, по следам вашего интервью быстренько собрало людей, и это правильно они сделали, молодцы.
Но представитель прокуратуры что там сказал? Он сказал, закон 10 лет тому назад был создан о противодействии коррупции, но механизма к его выполнению нету. 10 лет прошло. Месяц назад, а 5 лет тому назад, он даже этого не знает. А некоторые законодательные акты по усилению мер борьбы с коррупцией, несколько законопроектов тоже лежат в парламенте. Это и наш стратегический союзник, сколько бы он ни старался нас на плаву держать, мы сами гирю себе на шею вешаем и будем, так сказать, чтобы не было этого, надо как-то решать. И если мы где-то можем помочь в каких-то вопросах, пожалуйста, я не знаю, так сказать, аппарат должен работать государственный, как положено, кабинет министров, ну все министры и прочее, так сказать, у всех должно быть все, безупречно должно быть там. Биографии должны быть безупречные людей. Мы во власти видели людей, у которых в биографии пробелы были, объяснить не могут. Как такие люди оказываются? Чистота рядов очень важна. Чистота рядов. Я не упрекаю, не говорю, что сейчас нечистые ряды, но всякое может быть. У нас, вы сами говорите, что людей у нас немного, поэтому отбор сложный. Я понимаю, сложный отбор. Вот подготовка кадров, молодых кадров в университете, государственников будущих, специально надо продумать. Специально. Это очень важно, потому что ниоткуда нам не пришлют готовых людей. Ниоткуда. Просто мы сами должны это сделать. Мы можем это сделать. И на подготовку этих людей, пусть 10-15 человек, никаких денег не жалко, соберем, я готов отдавать из своей пенсии какую-то часть, чтобы вот эту горстку людей готовить для того, чтобы они были настоящими, так сказать, созидателями, настоящими государственниками, государственными людьми. Первое. Я своего учредителя не тревожу. Я знаю, в каком положении находится и администрация президента, и финансовые вопросы в государстве, и что вокруг Абхазии творится и так далее. Но настанет время, когда нам надо обязательно сесть поштучно вот с каждым, кто вот сегодня сюда пришел, и с Нателлой, которая конституционной реформой, там, не реформы, по крайней мере, изменения Конституции. Мы когда-то это делали, университетцы в основном. Почему тогда парламент не принял, я не знаю. Да. Но вот, вы знаете, очень много случаев, когда люди сами себя назначают политологами. Политолог, а он биолог, лингвист. Никакого отношения к политологии не имеющий. И вот крутят и абхазское телевидение, и Абаза крутят, уму-разуму нас учат. Как сказал Фазиль Искандар, общественный деятель – это не смирившийся неудачник. Несчастную страну узнаешь по числу общественных деятелей. Это сказал Фазиль Абдулович. Ольга Вахватова. Вы знаете, Я еще запишу. если внимательно посмотреть на нынешнюю молодежь, я вам могу, как говорится, перед Богом сказать, хорошая молодежь. Не рождаются в Абхазии там какие-то люди, которые дальше учиться не могут и так далее. Но настроя нет. Всему беда, всему причина в том, что мы после войны, когда я в очередной раз зашел к Владиславу после войны, он вот так за голову держался, говорит: старик, я боюсь, что мы внутри схлестнемся. Боюсь гражданскую войну.
И пошло, какой процесс тогда пошел? Все прощения. А это привело к вседозволенности. И вот мы, в основном родственники, друзья, близкие и так далее, в Абхазии никак не можем из этого уйти. Никак. Ситуация вынуждала любого из президентов, которые были в Абхазии, вынуждала действовать методом проб и ошибок. В этой ситуации ошибки неизбежны, а исправлять надо всему народу вместе, а не сваливать. Вот вы ни черта не сделали, копить вот какие-то фактики для того, чтобы потом кругленькую корзину этих фактов предъявить и так далее. Остановиться нам надо всем. А вот дети у нас неплохие. И говорить о том, что они не в состоянии, там что-то нельзя. Вот я такие слова приведу. Если дети избрали другую тропу и свои предпочли расстановки табу, значит, время подводит чему-то итог, то, что в спешке родитель осмыслить не смог. Мы старшие во многом виноваты, когда там понукаем за какие-то вещи, которые давно умерли. Где сейчас кровная месть? Где сейчас конокрадов называли героями и так далее? Вот некоторые пытаются там, да, нельзя этого делать. У нас хорошая молодежь. А теперь посмотрим. Мы что, России помогаем своими студентами, которые обучаются по целевому заказу? Да не нуждается она в этом. Это мы нуждаемся. А что происходит? Мы до 2010 года, университет занимался этими вопросами. Вот такой был, как Миша Лобахо, мы точно знали, кто учится, где учится, когда заканчивает. И в основном, кто вернулся, это те были с тех лет, которых мы даже в Гудауты, Леня помнит прекрасно, посылали. Мы с Леней сидели и делали, когда Сухум взяли, сделали, значит, аннулировать там Грузинский институт субтропического там и так далее, и отдельно записали сохранить вот для университета учхоз. До сегодняшнего дня называется учхоз, а там госхоз, разграбленный по всем статьям. Так, когда вставал вопрос о структуре правительства, мы за последние 15 лет давали свои варианты структуры правительства. Не исключение и на этот раз. Она, эта структура, в 2 раза меньше, чем действующая. Посмотрите, пожалуйста. Вот говорили в декабре, понятно, есть и повод, и причина, потому что без премьера на самом деле это не по-человечески и так далее. Но когда вернется, посмотрите на это. Раздули. Сколько раз ставился вопрос объединить администрацию президента и аппарат правительства? По Конституции исполнительная власть принадлежит президенту. А аппараты разные. Зачем?
нам нужно всем проникнуться уважением, а я бы даже сказал, любовью к подрастающему поколению. Хорошие ребята. В статью 40 Конституции внести изменения. Депутат парламента, не оправдавший доверие избирателей, может быть отозван в любое время избирателей в порядке, установленном законом. Слишком большая ноша ложится на нашу маленькую Абхазию. Нам нужно содержать государство. А государство – это государственные структуры, их очень много. Это армия, это прокуратура, это суды и так далее, и так далее. Эта сфера нематериальная. Материальная сфера у нас из года в год количество работающих не увеличивается. Статистика говорит наоборот. А как содержать, как поддерживать наше государство, если этого не произойдет? Мы сегодня социально Абхазию осваиваем, какую-то, наверное, 5-ю часть нашей территории. Если из 300 тысяч гектаров мы обрабатываем сегодня чуть-чуть более 20 тысяч, то представьте себе, что у нас в Абхазии происходит. А ведь, как говорят демографы, здесь на нашей территории может жить и вести хозяйство не менее 2 миллионов человек. А живет 10-я часть. Значит, нам всем надо думать, особенно вот будущему совету и так далее, как нам поднять население Абхазии, чтобы мы начали социально осваивать всю территорию. Как это сделать? Какие идеи? Ведь Нестор Лакоба тоже Тверчевской шахты не за счет Хины и Губи строил. Нам надо просто хорошо посмотреть, какой опыт 30-е годы были использованы для нас в Абхазии. Да? Может быть, попробовать это? Я не готов буквально по пунктам выложить, но какие-то идеи есть. Но если мы население в ближайшее время не увеличим, а у него есть тенденция к уменьшению, вот даже Россия за 2019 год на 504 тысячи человек уменьшилось население. Да? Значит, надо поднимать население Абхазии. За счет чего? За счет каких ресурсов? Вот всем нам надо думать. Отраслевые проблемы, это комиссии, там, сама отрасль и так далее, их можно решать. Но вот это вот глобальные проблемы, как удержать нашу страну. Мы говорим об абхазском языке. Вот абхазский язык, вот абхазский. Давайте мы сперва абхазца сохраним. Он у нас гибнет. Вот его сохраним сперва для начала. Мы, наверное, будем встречаться с определенной периодичностью. Вот весь состав вашего парламента мы включим в общественный совет. Вы будете знать, когда мы будем собираться, и кто может прийти. Повестка дня будет вам известна. Мы в нашей работе продадим некую плановость. Низкий поклон вам, крепкого всем здоровья и до встречи.